Так что, если у вас тоже, то всем доброго утречка. Ребята, готовимся мы к поездке. Очень интересно, насыщенная. Повезем мы метеоролога на станцию. Поначалу мы на машине, потом на снегоходах. И в конце я надеюсь, что покажу вам и расскажу о работе метеостанции. Как работают там люди, в каких условиях. И если нам повезет, а нам должно обязательно повезти, то будет рыбалка и будет хариус. А может и леночек. Все, друзья, прибыли мы на точку дислокации первой, где оставляем машину и прицеп. Дальше пересаживаемся на снегоходы. И уже на снегоходах непосредственно до метеостанции будем прорываться. Вот такие экземпляры попадаются. Заморозили, видимо, еще и сгорел. Первый брод. Относительно спокойно мы прошли, вода уже подмерзла, лед выдержал. Проехали нормально. Но вот кому-то не повезло. Снега-то всего немного, он усел сантиметров 20-25. Попали в ручейную колею, и нас здесь потащило. Чуть-чуть на бок потащило, да. Так, ну что, давай перевязываемся. Спасибо Андрею, то, что он сразу принял меры, он спрыгнул в этот момент. Друзья, мы сейчас находимся на повороте, куда в 2016 году мы ходили сплавляться по реке Большой Немнер. Столько лет прошло, а воспоминания как те же самые. Отсюда пешка наша началась, да? Да, отсюда мы пешочком. Подожди, мы раньше пешком пошли. Не-не, вот отсюда мы доезжали здесь, отсюда, да, и отсюда уезжали машину. Ага. Все, да. Как раз Серега мы в этот момент. Сколько мы тогда прошли? По-моему, километров 18, да? Да. 18 километров пешочком прошли до реки Короть. И оттуда уже мы стартанули и сплавились. Вместо запланированных 5 дней у нас получилось 10. Мы не вложились 5 дней. Еще еды как не хватило. Да. Ну, наши сани, которые едут сами, поймали камень. И вот такая ситуевина.
Вот смотрите, видите, тут погнулось. Там были тела. И растеряли чуть-чуть наши поклажи. Обидно, конечно. Яйца куриные везли. Что довезем? Ну, не знаю, что довезем. Но сейчас будем что-то выдумывать. Опыт с прицепами у нас уже был на Бамовской ветке, когда мы ехали в Хане. Поэтому это вся фигня. Вот так у нас обстоят дела. Мы разгрузили прицеп в надежде его запрокинуть на бок, чтобы у нас был доступ к этой оси. Вот, скорее всего, был здесь удар. Вот сюда удар. Оторвало крепление. Ось загнуло. Че амортизаторы загнуло? И тот, и этот. Теперь будем что-нибудь выдумывать. Я предлагаю еще немножко поддавить ее. Вот это вот ухо у нас сюда зашло. Потом отсюда снизу там подомкратим, чтобы какой-то зацеп был до трубы. Потом уже будем обвязывать его. И я думаю, что километров 70 мы на нем выйдем до ближайшей сварки. Новая пенка просто не выдержала. А тут осталось уже буквально вот метров 500, ну прям чуть-чуть, не идет и все как-то. Ну что мы имеем? Вот, значит, достанем мы от пенки каркас с креплением. Металл слабенький, конечно, делают. Ну и дело в следующем. Александр с Андреем поехали на станцию. Тут до нее уже, говорит, рядышком совсем осталось. У него там на станции стоят сани хорошие. Сейчас сани цепляют, другие приедут сюда. Мы погрузим это все и все-таки доставим. И причем я бы не сказал, что путь такой прям сложный. Нет, скорее всего, вот именно качество сборки подкачало этой пены. Металла пожалели, какой-то дешевый, легкий сломался. Ну и может быть они рассчитаны, сама пена, на более легкий груз. Догоняй! Молодец, молодец! Так, ребята, достается вода, да? Да. Вот. Как-то так. Прекрасное доброе утро. Друзья, выспались замечательно. В дороге тепло, комфортно, уютно. Вышли на экскурсию небольшую. Пройдем, посмотрим.
Метеостанция Канкун находится на территории заброшенного поселка Канкунский, примерно в 180 километрах от города Нерюнгри. В 1950 году Канкунский получил статус поселка городского типа и входил в Алданский промышленный район. Он возник как центр по добыче слюды, а в 2001 был упразднен. Круглый год, день и ночь, среди этих руин несут свою вахту метеорологи, каждые 3 часа собирая и передавая данные о погоде. О работе метеорологов я немного уже рассказывал в фильме «Тайна о Медичи». Тогда мне удалось побывать на станции Суантит. А работая над фильмом «Эхо станового хребта», я посетил метеостанции Тока и Чульбю. Но это все было в летний период. Почему эта профессия? Ну, у меня родители работали, у меня мама работала на поселковой станции. Я в школе училась, я другой профессии практически и не видела, и не знала. То есть династия, по сути, уже, да? Да, у меня и тетка работала. Ну, короче, у меня посемейно это все. Да. То есть с детства уже видела, да, эту работу? Ну, я жила в поселке на Алтае, и у нас на метеостанции было как отдельное государство, и поэтому мы сразу метеостановские дети, все шли сразу учиться в Новосибирск на метеорологов. Так у нас других даже не было. Это. Ни летчиками, ни космонавтами мы не хотели быть, точно. Ну и так, как бы не затрагивая возраст, да, про стаж хотелось бы узнать, сколько ты уже работаешь метеорологом? Именно метеорологом. Так, до этого 13, сейчас 8, ну больше 20 лет. И сколько из них на Канку? Ну, на Канку сейчас в 9-й год я работаю, и до этого я работала лет 15 назад, года 4 работала. Ну, то есть совокупность это лет 12, 13, 14, да? Ну, 15 где-то 15 уже. лет, да, на этой станции. Вот что бы ты могла бы сказать, знаешь, что самое сложное, ну, может быть, не сложное или неудобное, да, и что, наоборот, доставляет позитив в этой работе? Ой, ну это зависит от человека. Если у меня такой образ жизни, мне нравится эта работа, потому что она мне предоставляет именно эти условия. Я работаю, мне работа для души, потому что мне жизнь такая, ну, мое это. Образ жизни такой. Кто-то приезжает зарабатывать деньги, я работаю только для того, чтобы здесь именно жить. Ну, то есть, по сути, сложности нету, да? Нет. Если не боишься как одиночества, там, потому что периодически остаешься один. Физической работы обязательно, конечно. Ну, а так. Ну вот в дневной беседе с тобой, да, ты упомянула то, что любишь еще строительством заниматься, да. Я смотрю, как бы у тебя получается, ты содержишь, как бы строишь гараж, построила, да, плюс еще технику обслуживаешь, сама же все это делаешь, да. Вот скажи, как вот ты пришла, что строить начала? Ой, как строить. А вообще изначально у меня по дереву пошло, я начала резать по дереву, краснодеревщик.
И как-то вот от этих деревяшек я перешла к тому, что мне нравится что-то нестандартное строить. Ну, тем более, здесь Камку же располагает к этому. Здесь стройматериалов много. Были станции, на которых, что мы там полочки делали, это надо было из чурки выпилить досточку, чтобы сделать полочку, потому что не было же стройматериалов. А здесь-то заброшенный поселок, здесь материала. Здесь может так столько строить всего. Сколько раз в год сюда кто-то приезжает? Ой, в этом году вообще редко. Вообще я нынче вот 4 месяца, считай, одна работаю. Ну, наши машины, что дрова там привозили, продукты. А из рыбаков, ну, раза два, наверное, кто-то заезжал, что проезжали, все. Те года было почаще, сейчас редко очень. Дорога все хуже с каждым годом. И все хуже, народу мало уже. Есть какие-то приметы, да, скажем, лето будет солнечное или дождливое, зима будет снежная, теплая или мороз будет, вот как метеоролог со стажем, какие-то. Ну, может быть, ты уже, знаешь, на личном опыте уже может, срабатывает. Как профессионал я даже не могу такие версии выдвигать. Я-то все с профессиональной точки зрения. Мне что приметы? Как-то... Не, ну вот я езжу, когда Покров день, да, на Покров снег выпал, все, значит, зима будет снежная. Нет такого. Вот честно, метеорологов, если честно, сколько я знаю, мы вообще все очень редко на приметы ориентируемся. И даже много кто из метеорологов не знает примет абсолютно, например, я. Ну, потому что у вас все по науке. У нас все как бы, да, я как-то и не... Я могу, например, сказать, что ой, осадки выпала почти годовая там сумма, да, и, возможно, там зимой не будет снега будет поменьше. Но сейчас что-то тоже эти приметы тоже не действуют. Слушай, а вот если немножко как бы по вашей работе, да, по цифрам пробежаться, как бы, вот годовая норма осадков, да, она, то есть летом, понятно, это в форме дождя, а зимой в форме снега. Она как-то колеблется или какая определенная средняя ежегодная есть? Или бывает, что год меньше, год больше? Нет, ну, конечно, год меньше, год больше. Просто есть определенные средние. Баланс все равно какой-то есть. Она может быть очень мало, очень много. Средняя она какая-то есть. Она не может меньше, допустим, какой-то ступеньки спрыгнуть, там больше. Ну, сбалансировано. Все равно среднегодовая выведенная сумма, допустим, осадков, она и существует. Вот на нее ориентируются. Вот, на твой взгляд, если взять как бы летний период, да, много осадков было в нашем районе? Да, много было. Нынче много было. Я, например, могу сказать, что с августа месяца я здесь практически солнца даже не видела. Здесь вообще ужасно было. У нас в июле, наверное, дня, как бы не соврать, ну, дней, наверное, 7. Погода была, что солнце было. И прям лето было, что за 20 градусов, 27 уже жары было. Все остальное время 10-15 это дождей. Много осадков было, я бы сказала, много. Но здесь постоянно промозгло. Есть мечта? Такая, с которой можно поделиться со зрителями. Да, выспаться. Выспаться. Я 4 месяца не сплю нормально. Я через каждые 3 часа сдаю срок. Я хочу просто лечь и сутки проспать. Сейчас выйдет с отпуска 4 числа. Я знаю, что я лягу спать и не проснусь сутки. Просто хочется так. А так... Ну, одному тяжело, да, это каждые 3 часа. Да не то, чтобы тяжело, но... нудно, что ли. И постоянное желание у тебя, именно мечта выспаться перекрывает все остальные мечты. У тебя уже не существует ничего другого, как бы желание выспаться. Ты уже о другом не говоришь. Как у вас праздники, вот, скажем, Новый год, как проходит? Ну, скучно. А как он проходит? А как вы узнаете, когда вот куранты бьют, что ровно 12, что вот Новый год? Интернет подключаете, да? Ну, раньше, когда я первые года здесь работала, у нас вообще интернета как такового не было. Мы издавали там морзянкой. А как мы? Ну, по будильнику просто. Просто по часам? Просто, да. 12, все. Ого, салют, бабах. Да, и мы покупали фейерверки. Минус сдавать, да? 12. А потом позже интернет появился. Там как-то с опозданием куранты, но все равно уже как-то празднично это. И нас здесь работало, вот я одно время у нас 3-4 человека. Уже металлисты были тут, и как бы собирались все, и охотник здесь жил. Ну, народ у нас весело, да. То есть, ну, если кто-то в тайге есть, да, можно было, да. А так, вот я и Андрей
С Новым годом. В принципе, я так понял, что такая должна жизнь тебе по душе, да? Ой, я даже другой не представляю. Я в свое время сюда уехала, я бросила трехкомнатную квартиру со всеми удобствами и ни на что не променяла бы. И сейчас нам Людмила покажет свой гараж, который сама построила в тайге. Заходим. Ого-го себе. Думали гараж, а это какой-то красный уголок получается, да? Ну да так все. Вау, ВК 540, самый первый, ребята, обратите внимание. Эксклюзивчик. В каком еще состоянии прекрасно, да? Бабушка это Рима. Ага. Хозяюшка, А это третий. Чумба такая. Смотрите, какие кардинальные изменения идут. Ну, сильно не скажешь, что прям изменились, да? Что-то пока было. Это, видимо, гардероб. Смотрите, что значит женская рука. О, соболя. Куртку себе соболенную зашивную Да, выделывают. конечно. Они там где-то бока прогрызаны там. Так-то. Просто они у меня уже это, вот, порватые вот где-то вот, они же уже на приемку, они же вообще за Мгм. шеей и уже скидывают надо. Ну да, в цене сразу падает. А так, соболята не пустые. Они просто у меня уже несколько лет лежат, слежались. А выделываешь как? Ой, по своему рецепту и, конечно, неправильно говорить ничего, потому что в первую очередь очередно надо дубить, чтобы хотя бы при попадании влаги они так оставались мягкими. А тут вряд ли, мне кажется, они останутся мягкими. Уксусная кислота, Все руками, да? все руками. А вон там он стоит как лепесток, этот вон бутон. Это асептомерное ведро там стоит, мы измеряем осадки. Каждые 12 часов меняем ведро, измеряем осадки. Количество, это Да, получается количество осадков. Это гелиограф, он шарик. круглый, который шарик. Да, это сияние солнца, солнечное сияние. Основные показатели это что снимать каждые 3 часа? Это Температура воздуха, почвы, давление, ветер, облака, ну, атмосферные осадки. Это такое самое основное. понял. Так, и сейчас тебе нужно все это отписаться и отправить данные в Сейчас ЯКУС, его да? занести, закодировать и отправить. Ну, видимо, у вас в генах заложена стройка, да? Она работала раньше так, что Ну, думаю, пришло время проверить наших рыбаков, как там ребята обустроились на речке. Потому что один из факторов работы на метеостанции, это, конечно, нужно не лениться. То есть в тайге есть все, чтобы прокормиться. И когда надоедают консервы и рыбная, и тушенка, то на помощь приходит ледобур и удочка. Ну, поехали, проверим.
Не доехал, видимо. Не дошли. Ну, вот здесь сейчас пытаемся к реке спуститься. Заодно путик пробить, чтобы уже впоследствии Андрею и Людмиле было удобно уже сюда подъезжать и рыбачить. Так, вон ребята разворачивают снегоход. Ну все, дальше уже ехать не представляется возможным. Камни большие вдоль берегов. Оставили снегоходы здесь. Ну тут еще метров 500 пешком прогуляться. Вон за тот поворот. Ну мы что-то припозднились, пока там поснимали. Время уже 2 часа. Это сейчас обратно будет тоже экстремальный путь. Здесь очень сложно будет подъем. Курумники. Надо все равно попытаться по светлу хотя бы здесь подняться на этот перевал. А там по прямкам уже можно и на фарах. Ну, вот так красиво. Такие каменные берега. Ну идем. Так, ну вот Андрей здесь уже Блин, айфон надо убирать. провалился. Давай, потихоньку. На цыпочках так. Тык-тык-тык-тык, чтобы не успел этот вес. Опачки. А, так вот все. Евребадички. Ребят, осталось 450 километров. Метров. Ну да, мелочь, а все равно после последних съемок что-то в воду холодную даже по пояс не хочется окунаться и мочиться, потому что впереди еще путь большой. Я больше переживаю, как оба она. На Немныре. Хорошие. Он там опять, смотрите-то, куда он шел? потрескивал. А, он уже все, рыбачит. Пойдем. Ого-го. Нет, точно нет. Ой, где-то метр два. Рыбы нет. Смотри, какая глубина. Больше 2 метров. Ну, значит так, рыбалка у нас не задалась. Но мы посчитали, что может быть на этом месте. Сейчас поднимемся чуть выше. Там еще один плесик был, еще одна ямка. Попробуем там. Ну и уже еще часик у нас есть времени. Будет уже смеркаться. Надо будет уже ехать в обратный путь. Не зря, во всяком случае, одна рыбка уже есть. А я решил здесь, возле камней, думал, здесь обратное течение. Но я вспоминаю, как-то, когда мы снимали фильм «По следу Тунгуса», когда мы там на верховье Алдана, тоже зимняя рыбалка была, пытались поймать. И тут Коля Шмаков, оленевод, подъехал на оленях, рядышком лунку пробурил и тук-тук одну за одной. Оказалось, все дело в правильной наживке и правильном крючке. Вот это удача, друзья! Леночек еще, да? Ленка выдернул. Слушай, хороший, Сашка, да? красавчик. Ямку какой сделал. Фига, какой леночек, а? Вот это зачетно, не зря. Что сюда? Не зря поехал. А? Покажи. Смотрите, Вот это ребятки, уже- какой ленок. Это вообще... Охренеть!
Так, воскресенье мы переночевали, вчера провели. В воскресенье мы приехали, понедельник провели. Да, читаю. День третий. Друзья, собираемся в дорогу. Утречка. Сейчас, покуда Санька готовит завтрак, нам в дорогу тормоза заправляет. Как вы помните, по дороге сюда уже за метров 800 до метеостанции у нас сломалась пена, сломалось крепление. Вот каким способом сейчас я выкрутился, да? То есть, вот смотрите, стяжечки пропустил. Вот так вот под низом, там же ребристый, под низом стяжки прошли. И на стяжке уже прицепили вот эту штучку. Я думаю, тут все зацепим. Они будут пустые, Саня. Я думаю, хватит момента и усилий довести их до машины. Ну а там уже дома, в Нерингре, уже в гараже, там Саня что-нибудь придумает. Так что с этим разобрался. Так, ну немножко давайте по технике пробежимся, да? Так, я выполнял роль технички, скажем так, технички, но как потом выяснил, еще и метлы собирал. То есть мне нужно было сопровождать, потому что первый скандик пошел груженный, с прицепом, с продуктами. Вот. А я на этом, как его прозвали, кузнечик, Ирбис 400-й. Что про него можно сказать? Понятно, что максимальная скорость это где-то с горки я разгонялся 32 км в час. По прямой 27. Вот так вот. Ну, 30-очки это, ну, это, а так в основном вот от 20 до 30 км в час вот такая скорость. Скажу честно, снег. Вот до колена снега, ему пофигу, он нормально, он едет, идет. Из минусов. Второе утро, когда завожу его, замерзает. Вот замерзает газулька. Вчера он что-то плохо заводился, но завелся. Но газ, я так думаю, что сейчас мы его заведем, и газулька должна там где-то просто, видимо, вода попадает. Надо его по-хорошему смазать. Вот. Сейчас попробуем чуть-чуть завести. Так, надо, конечно, так вот раз. Ага, не хочет, смотрите, да? Ну, как-то так. Конечно, в отличие от Ирбиса, BRP хоть быстрее заводится. Может, потому что на камеру так не хочется. Так, ну все, правильно. Чуть-чуть выжмем. Выжимаем тормоз. О! Сразу убираем. Есть! Есть контакт. Ну что, пойдем завтракать. Вроде все показал, о работе рассказал. Сегодня поднялся ветер. Такая легенькая пурга идет со снегом. Я думаю, по дороге будут переметики. Нам надо добраться до машины, загрузиться и уже выбраться до серьезных переметов на федеральную трассу. Так, ну так уже увязались. Ну, как говорится, друзья, пора и честь знать. Собрались мы домой. Говорим спасибо Этому дому. Ну вот, как-то так. В принципе, миссия выполнена. Работника доставили, продукты доставили, компанию составили. Ну все, путь в дорогу. Все тлеет. Ну все, пока-пока, скажем нашей главной героине. Все, счастливо оставаться. Пока, дай лапу. Лапу, да? Да, лапу. Молодец.
На последнем издыхании аккумулятора завелась автомобиль. Завелся. Ну классно. Итак, миссия выполнена. Это был Сергей Козюра. Программа «Испытана на себе». Оставайтесь на телеканале Якутия-24. И до следующих приключений. Пока. Есть мечта? Такая, с которой можно поделиться со зрителями. Да, выспаться. Я 4 месяца не сплю нормально. Jumping up and down the floor. My hair is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.